Это Новости 24. Мы начинаем репортаж, специально посвященный Дню женского единства. Скажите, пожалуйста, а как вас зовут вначале? Рузеля. Рузеля. Простой вопрос. Идеальный подарок на 8 марта для татарской женщины? Я только наполовину татарская женщина. А верхняя часть или нижняя? Верхняя. А нижняя? Это получается вы кентавр. Идеальный подарок на 8 марта для татаро-башкирской женщины? Блин, это очень сложный вопрос. Не знаю. Это очень простой вопрос. Счастье, здоровье. Счастье, здоровье? Что бы вы не хотели получить никогда в жизни в качестве подарка? Плохие новости. Типа, Рузеля, я вас поздравляю, вы беременны. Ну, это для кого-то плохие, для кого-то хорошие. Но отец таксист. С таксистами не встречаюсь. Вы поставили бы ему 5 звездочек за это? Здравствуйте, меня зовут Элина. Элина, скажите, пожалуйста, вот лучший подарок на 8 марта для татарской женщины? Я очень привередливая, потому что я ищу в жизни самое редкое. Может быть, это и часто встречается, но это сразу... Вы дауншифтер? Нет, не дауншифтер. Нет, дауншифтер не от слова даун. Нет, просто вас финансовые ценности вообще не интересуют. То есть вам пойдет кольцо из Санлайта? Да, конечно. Почему нет? Даже ракушка мне в виде кольца подойдет, если она от любимого человека. Так, а откуда вы приехали? Стереотип. Внимание, татарские женщины не меркантильные. Это не так. Татарская женщина ценит горячий чай утром с чабрецом и с мятой. Что бы вы не хотели получить никогда в жизни на подарок? Я никогда не позволю, конечно, никаких люлей. А еще? Какое-то тайное послание. Я не люблю анонимные признания. Алсу, вы откуда? Из Башкортостана, город. Из Башкортостана, город Октябрьский, это почти Татарстан. Итак, чувствуете ли вы себя чуть-чуть коммунистом? А можно поподробнее? Ну, Октябрь, Октябрьская революция, там, Октябрята, Ленин. Нет. Смотрите, два вопроса. Первый. Как вы считаете, какой лучший подарок для татарской женщины на 8 марта? Как я представляю себе татарскую женщину? Она очень хозяйственная, очень домашняя. До свадьбы. А что бы вы никогда не хотели получить в качестве подарка на 8 марта? Не знаю. Сейчас, наверное, бы какие-нибудь кастрюли. Что? Кастрюли. Кастрюли. А я считаю, что лучший подарок для татарской женщины – это мантоварка. Она всегда пригодится. Нет, это должен быть такое обоюдное решение семейное. Обоюдное решение на подарок мне. То есть ты намекаешь на подарки? Я могу даже составлять виш-лист и отправлять его всем. И выложить в сторис. Что бы я хотел получить на 8 марта? Номер 1. Внимание. И 10-й пункт – это кастрюля. Как вас зовут? Меня зовут Ирина Волынец. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, какой лучший подарок для татарской женщины на 8 марта? Если женщина не замужняя, то лучший подарок – это предложение руки и сердца. Но если, конечно, у вас чувства и здорово вообще вот такое предложение получить, и причем даже не связываясь с 8 марта никак. И я вообще против того, чтобы дарить подарки на праздники. Подарки надо дарить тогда, когда у тебя есть вот порыв этих чувств, когда ты действительно хочешь сделать человеку приятное, а на праздники как-то даже неинтересно, потому что есть подозрение, что ты делаешь подарок только потому, что должен. Потому что праздник. Да, потому что праздник. И вот сейчас вот рассылают все ролик, да, такой вирусный друг другу в WhatsApp, если у кого-то не хватило денег на 8 марта. Как там такая женщина крупная, там, чуть ли не очень сильно избивает мужчину маленького, худенького, у которого, видимо, не оказалось денег. Поэтому подарок не обязательно должен быть связан с какими-то затратами. Это добрые, красивые слова, стихи, которые сам сочинил, песня. Стендап. Стендап вообще просто супер. И самое главное, чтобы это было сделано от души.
и тогда это останется в памяти. И у нас был следующий вопрос. Что бы вы не хотели никогда получить? Получается, это что-то бытовое, посуда и так далее. Что бы вы не хотели? Нет, ну я вообще была бы рада и посуде, и монтоварке, вообще всему, что приносит пользу. Поэтому я сейчас скажу, чего бы я не хотела, мне тогда вот вдруг собрались это дарить и не подарят. Поэтому хотела бы получить все, что от души, от всего сердца, это все пойдет только на пользу. Замечательно, спасибо вам и с прошедшим Международным женским днем. Меня зовут Ильсияр. А как ты считаешь, какой лучший подарок для татарской женщины на 8 марта? Набор для готовки щек-щек. Знаменитые наборы для готовки щек-щек. Это лучший подарок в Татарстане. Так, и второй вопрос. Что бы ты не хотела никогда в жизни получить на 8 марта? Открытку в WhatsApp. Первый вопрос, Эля. Какой идеальный подарок для татарской девушки на 8 марта? Цветы люблю. Цветы любите. А что вы подарили мужчине на 23 февраля? Мужчине. Ну, например, своему коллеге или другу какому-нибудь. Мои коллеги состоят из девушек только одних. То есть вы никого на 23 не поздравляли? Некому дарить носки. Некому дарить? В Екатеринбурге нет татар. Есть. Выберите одного. А, вы здесь живете. В Москве тем более есть татары. Ну, чтобы не обделять, лучше никому не дарить. Ребят, а как вы считаете, лучший подарок для женщины, татарской женщины, на 8 марта? Забота, любовь, конечно. То есть у вас вообще денег нет? Да. А у вас какой ответ? Такой же. Денег также нет. Москвичи? Да. Приезжайте в Казань, у нас денег много. Альфия, вы откуда? Из Пензенской области. Так, и простой вопрос. Как вы считаете, вот для девушки татарской из Пензы, какой лучший подарок на 8 марта? Для каждого самый лучший подарок тот, который ему близок к сердцу, не знаю. Для каждого Ну, свой. для вас какой? Букет цветов. Букет цветов. А что вы подарили парням, коллегам на 23 февраля? Ну, мужчинам своим, папе, духи, конечно же. Парфюм. Парфюм. Все, спасибо. Мы у всех спрашиваем, какой лучший подарок для татарской женщины на 8 марта, для татарской девушки. И все говорят что-то не связанное с деньгами. Любовь, забота, максимум цветы. Что бы вы подарили, если бы у вас были безграничные возможности каждой девушке сегодня в штабе? Но подарить свое душевное тепло, чтобы она еще раз, 101 раз убедилась, что она нужна, она необходима, без нее никак. Чтобы она еще раз почувствовала свою женственность, чтобы немножечко поговорить с ней о ее мечте. Поэтому 8 марта – это немножечко праздник и сказочный, и детский, и как Новый год немного помечтать. А что-то девушку, конечно, мы должны, мужчины, всегда должны ее удивлять. Вот, удивлять подарками, поступками, словами. И вот у нас было вчера 8 марта, и пришел один товарищ, да, значит, Бедрос Киркоров. Мы справили его здесь день рождения, 90 лет. Вчера было у нас 5 человек, кому 89, 87. И вот мы спросили у Бедроса Киркорова, вот что для вас 8 марта и что бы вы хотели подарить? И вот эту тему мы подняли с Бедросом Киркоровым. Вот я дословно передаю его слова. 90 лет, такая богатая жизнь. Он говорит, вот я сейчас в 90 лет понимаю, что я где-то не доиграл с детьми, не додружил с друзьями, не помог друзьям. И самое главное, я недолюбил, не сказал нужные слова, не было столько внимания у меня потом. И вот поэтому, чтобы такого не было у нас в 90 лет, мы должны сейчас долюбить, договорить, дочувствовать, да? Поэтому вот я передаю его слова. Нам нужно больше внимания, больше говорить, больше заботиться, и чтобы девушка всегда чувствовала такое плечо рядом с собой. Отличный ответ. А что вам подарили на 23 февраля?
На 23 февраля мне по традиции подарили носки, платок и галстук. Замечательно, спасибо вам. Ксюша, вы первый раз пытаетесь быть татаркой. Да. Как ты считаешь, лучший подарок для девушки на 8 марта? Любовь. Любовь. Твоя подруга не согласна. Как ты считаешь, какой лучший подарок на 8 марта? Для нее машина. Стиральная, например. Амина, а какой бы вы подарок никогда в жизни не хотели получить на 8 марта? Я приму любой подарок. Предлагаю вам подарить русско-татарский переводчик. Я согласна, кайф. Было бы. Скажи «Минриза». Мини-реза. Все? Уговорили? Денислам, скажи, пожалуйста, как ты считаешь, идеальный подарок для татарской девушки на 8 марта? Кроме тебя. Книга рецептов татарской выпечки. Так, то есть твой опыт Говорит такой... о том, что не умеет готовить? Да. Хорошо, а что бы ты никогда не подарил девушке на 8 марта? Ну и на любой праздник. Духи. Наверное, духи. Да. Потому что не угадал бы. Или опять твой опыт подсказывает, что никому не понравилось? Да нет, скорее всего, просто не угадал бы. Так, хорошо. А почему твои друзья ушли? Это потому что они очень хорошие друзья. А вы откуда, Денислам? Вообще родился в Самарской области, в университете учился в Казани, потом в Москву переехал. Лучший подарок для татарской девушки на 8 марта? Стандартно, мне кажется, это внимание, конечно же, цветы, сладкое, тортик вкусненький и сводить куда-нибудь в ресторан. Так, а что бы ты никогда в жизни не хотела получить в подарок? Животных. Ну, то есть, типа а-ля кроликов, кошек, собачек. Я бы не хотела получить. Ты так говоришь, как будто тебе кто-то уже подарил кролика. Было. Было? Лучший город на земле. Казань. One love просто. А что вы тогда все в Москве? Здесь же как амбиции, город, возможности. Все тут приехали работать, зарабатывать деньги, а любовь потом. Дина, вы откуда? Из Казани. Из Казани. Первый вопрос. Как вы считаете, лучший подарок для казанской девушки на 8 марта? Ну, я не знаю, может быть, сертификат «Золотое яблоко». Сертификат «Золотое яблоко». А что бы вы никогда в жизни не хотели получить на 8 марта? Худший подарок? Деньги. Деньги зло? Ну, деньги – это скучно.